Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите сегодня в программе. У айтишников появится свой дом. В Якутске на неделе откроют парк высоких технологий. Что он даст отрасли и республике в целом? Провожая уходящий, ожидая будущий год, глава Якутии провел предновогоднюю встречу с членами правительства и главами муниципалитетов. О чем шла речь? Скрытая угроза. В Намском районе выясняют причины взрыва магистрального газопровода. Какой нанесен ущерб? Насколько проблема серьезная? Коротко о главном. Обзор новостей и событий Алданского района в конце выпуска. Якутяне на Кубке мэра города Хабаровска, боксеры из Нерюнгринского района приняли участие во всероссийском турнире. Как себя проявили наши спортсмены? Праздник к нам приходит. В Ленске провели новогодний утренник для многодетных семей. В Намском районе продолжаются восстановительные работы на месте аварии магистрального газопровода. Напомним, взрыв произошел возле села Тастах. Вместе с тем выясняют причины возгорания, задействованы практически все контрольно-надзорные органы. Какой нанесен ущерб, насколько эта проблема серьезная? Обо всем по порядку в репортаже Марианны Кутуковой. Взрыв газопровода произошел в 7 часов утра в минувшую субботу. Горела первая нитка магистрального газопровода. Это один из участков средневилюйского газоконденсатного месторождения из Кызылсыра. Поврежденный участок перекрыли, потребители переключили ко второй и третьей ниткам. Подача газа не прекращалась. К месту аварии мы поехали через поселок Маган. Спустя 2 часа обнаружили его, не доезжая до села Тастах Намского района на 240-м километре. Нас не пропускают, поставили машину, говорят, опасно, дым все еще идет. Направляемся к месту возгорания. Пламени не было, выгорали остатки газа. Снега тоже нет, на дороге лужи. Земля и деревья сгорели дотла на сотни метров. Взрыв был такой силы, что образовался котлован. Территория вокруг выглядит как после войны. В последний раз такая крупная авария была в 90-х годах на участке Ханчалы. В причинах последнего инцидента разбираются прокуратура и следком. Сами газовики склоняются к варианту износа. Первая нитка, она у нас действительно старая. 1967 года уже строительство. Мы экспертизу делали, в принципе. Ну, что говорить-то, газопровод стареет уже более 50 лет. 50 лет при норме в 35. Износ или нет определит экспертиза. Фрагмент газопровода уже находится в Якутске в лаборатории Республиканского информационно-аналитического центра экологического надзора. Этот кусок где-то в длину 20 метров. Они будут определять, из-за чего, например, или из-за утечки газа, или задвижки земли, говорят. Причины все еще выясняют, подсчитает и экологический ущерб. Лес вокруг выгорел на 1,5 гектара. Параллельно идут восстановительные работы. Аварийной службе Сахатранснефтегаза предстоит заменить 128 метров газопровода. Изоляция там нарушена, но сейчас мы все это дело меняем на современные заводские трубы с покрытием. Работа организована в 2 смены. Люди работают и днем, и ночью. Стараемся сделать как можно быстрее. По последним данным, основная работа по замене труб завершена. По словам главного инженера Сахатранснефтегаза, в Якутии устарела половина газотранспортной системы. Чтобы обеспечить надежность газоснабжения, необходимо порядка 24 миллиардов рублей. Не только за счет внебюджетных средств и отчислений, необходима помощь республики и федерального центра. Вместе с тем глава республики Айсен Николаев заявил, что авария является тревожным звонком. Происшествие будет расследовано до конца, и только тогда будут приниматься меры. Марианна Кутукова, Павел Пахомов, Ниргуян Романова, Намский район.
К другим новостям. Госкомцен утвердил единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Якутии. Они вступят в силу с января и будут действовать в течение всего года. Ежемесячная плата с человека составит 131 рубль для жителей многоквартирных домов в Якутске и 138 рублей с жителей частного сектора. В среднем рост платы одной семьи, состоящей из 5 человек и проживающей в квартире площадью 100 квадратных метров, составит 2,5%. Республика разделена на 5 зон. Мы пока утвердили 4 региональным операторам, подавшим заявку. По арктической зоне региональный оператор ГУП ЖКХ на сегодня еще заявку не подал. В Якутске будет 131 рубль, а в других субъектах варьирует от 90 до 150 до 200 рублей. Поэтому я считаю, что наш тариф находится на среднероссийском уровне. Рабочая комиссия Росжилдора подписала акт приемки пускового комплекса железной дороги Нижний Бестях-Томот в эксплуатацию. Руководитель рабочей комиссии, председатель Дальневосточного территориального управления Александр Синкин отметил, что высокое качество работы и обеспечение безопасности на этом важном логистическом объекте. Все замечания рабочей комиссии учтены. В дальнейшем подписанный акт будет направлен в надзорные органы для окончательного утверждения. Тарифы ЖДЯ главного эксплуатанта также будут приведены в соответствие с тарифами РЖД и будут снижены в 5-8 раз по сравнению с нынешними. Ну а пассажирское движение будет начато во втором полугодии 2019 года, и стоимость также будет рассчитана по среднероссийским тарифам. Была образована комиссия для проверки технической готовности объекта, который строится на территории Республики Якутия. Комиссия прошла на высоком качестве, посмотрели станцию Нижний Бестях, соседнюю станцию, готовность к сдаче объекта высокая. Объект практически построен, но еще немного приложить усилий и можно будет принимать в эксплуатацию. Глава Якутии провел предновогоднюю встречу с членами правительства, главами муниципалитетов и руководителями хозяйствующих субъектов. Илдархан отметил, что уходящий год был ознаменован большими и малыми победами. В республике активно развивается промышленность, добыча нефти возросла на 18%. На устойчивый рост выходит золотодобывающая отрасль. Сегодня на территории региона действует 8 региональных инвестпроектов. Глава Якутии также озвучил достижения в каждой отрасли и поблагодарил передовиков производства, творческих работников, государственных служащих за упорный труд. Они все получили госнаграды России и Якутии. Айсен Николаев отметил, что 2019 год станет первым годом реализации стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года. Впереди предстоит большая работа, напутствовал глава республики. Премия Маркова – это у нас коллективная награда. Над ним работали, над этой работой целый коллектив нашего родного отдела. И несколько лет уже работаем над производством предварительно напряженных железобетонных дорожных плит. Дальнейшие планы – сертификация аэродромных плит, предварительно напряженных аэродромных плит, которые у нас будут внедряться для аэропортов. Программу Института развития образования и повышения квалификации на 2018-2023 годы обсудили сегодня на коллегии Министерства образования и науки Республики. Документ в корне меняет работу института и должен отвечать всем параметрам концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года. Стратегическая цель документа – создание оптимальной модели института непрерывного образования в цифровом обществе. Отныне профессиональное повышение квалификации позволит педагогам иметь свой личный кабинет на портале института, в котором по желанию он будет выявлять свои дефициты и вводить свои сведения об образовательном процессе. Создание подобной электронной платформы – это только одна из 7 направлений программы. Мы считаем, что эта система, эта платформа уже входит в жизнь, она уже разработана, и мы работаем с учителями. Вот это первое направление уже осуществляем
на практике. В рамках реализации национального проекта у нас в республике создается Центр педагогического мастерства, естественно, где аккумулируются все образовательные технологии новые, все ресурсное обеспечение развития наших педагогов. Будут созданы, опять же, сетевая форма развития информационных библиотечных центров, координацию которой будет осуществлять наш институт. В Якутске откроют IT-парк. Событие ожидается 29 декабря. Сейчас на объекте ведут завершающие работы. Парк разместили в бывшем здании КГФ, 8 этажей, более 9 тысяч квадратных метров. Все это станет точкой развития IT-отрасли в регионе. Сюжет Кристины Якуповой. Парк высоких технологий для поддержки стартапов будет настоящим домом для айтишников. Здесь созданы все условия для поддержания бизнеса и проекта на большие масштабы. У нас будет сидеть почти все IT-компании в Якутии. То есть, соответственно, появится синергия, появятся общие сервисы, появится обмен между людьми. То есть смысл IT-парка не только в здании, а именно в общении между людьми. И мы знаем по опыту работы технопарка, что вот такая синергия дает новые результаты. Интересная задумка – назвать каждый этаж в честь планет Солнечной системы. Начинается все с планеты Земля и заканчивается планетой Нептун. Замысел стилистики заключается в стремлении расширить границы возможностей каждого резидента IT-парка. В Якутии IT-парк просто необходим, потому что айтишники все сидят по квартирам. И мы хотим их собрать в одном месте, чтобы у них проекты еще больше, у них еще более быстрее вышли на рынок, получили ускоренное развитие. Попасть в IT-парк могут любые компании, имеющие проекты и перспективы. На сегодняшний день поступило 25 заявок. До конца года планируется рассмотреть еще 15. И возможно, что проекты резидентов нового IT-парка выйдут на мировой уровень. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая пауза, буквально меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Коротко о главном. Обзор новостей, событий Алданского района в конце выпуска. Якутяне на Кубке мэра города Хабаровска, боксеры из Нерюнгринского района приняли участие во всероссийском турнире. Как они себя проявили? Праздник к нам приходит. В Ленске провели новогодний утренник для многодетных семей. В эфире Якутии 24 итоги дня. Мы продолжаем. Нерюнгринские боксеры приняли участие во всероссийском боксерском турнире «Кубок мэра города Хабаровска». Как проявили себя наши ребята в материале Екатерины Павловой. Турнир проходит уже 17-й год, и в этот раз за соревновательным опытом и возможностью получить звание кандидата мастера спорта съехали спортсмены практически со всего Дальнего Востока. 150 человек из 8 субъектов региона. Нерюнгринские боксеры отлично выступили на соревнованиях, привезли домой солидное количество медалей. 2 парней по праву забрали свои звания кандидатов в мастера спорта. Эти соревнования, как сказать, это их называют малое первенство Дальнего Востока. Если выигрываешь эти соревнования, то однозначно на первенстве Дальнего Востока ты будешь сильнейшим в своем весе. Наша команда, мы представили, собрали одних из самых сильнейших. Хотелось бы, конечно, больше народу повезти. Как получилось, повезли 9 человек. И некоторые занимаются чуть больше, некоторые чуть меньше. Наша команда, я скажу, что выступила очень хорошо. Нерюнгринская детско-юношеская спортивная школа «Триумф» на протяжении уже почти 30 лет воспитывает талантливых спортсменов, которые защищают спортивную честь района, республики и страны. В настоящее время в отделении бокса занимается около 500 человек. Отделения бокса помимо города работают в поселках Серебряный Бор, Беркагит, Селе и Янгра. Недавно был открыт зал в Золотинке. Воспитанники сами ставят себе цели и упорно идут к ним благодаря, конечно же, усердной работе с тренером. Начал заниматься в Серебряноборской школе бокса. Привел меня туда мой отец. Занимаюсь уже очень долго, что сам сбился со счета. Бокс нужен для того, чтобы поставить для себя, это понятно. И завоевывать медали, это все. Совсем недавно, после республики, я поставил себе цель
выполнить норматив этот. И я выполнил этот норматив и стал кандидатом в мастера спорта. Школа бокса «Триумф» проводит работу по пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Важнейшей задачей школы – подготовка спортсменов высокого спортивного мастерства и привлечение к занятиям спортом как можно большего количества детей. И, возможно, не все станут чемпионами, но однозначно станут более развиты физически и духовно. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Итоги уходящего года добровольца подвели в Якутске. Обсудили проведенную работу волонтерских движений в республике. Особое внимание уделили арт-объектам и их инициаторам. Кроме того, озвучили имя нового регионального координатора по волонтерской работе. На будущий год, безусловно, оно будет развиваться. Это будут те волонтеры, которые будут бесплатно показывать экскурсии по городам, участвовать в сохранении объектов культурного наследия, работать в музее, помогать в проведении мероприятий и так далее, так далее. Мы очень рады, что инициатива о создании этого добровольческого нового арт-движения исходит от самих ребят. Это очень здорово. В преддверии Нового года повсеместно проводят различные акции и мероприятия. Например, поздравили детей сотрудники ГИБДД в Якутске, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку. Прежде всего, акция коснулась семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В частности, речь пойдет о братьях из пригородного поселка Табага, рассказывает Ольга Башук. В течение всего лета сотрудники ГИБДД и ПДН проводили совместные рейды в пригородах Якутска. В июле во время очередного рейда на детской площадке поселка Табага к полицейским подошел 8-летний мальчик и рассказал, что когда вырастет, станет инспектором ДПС. Хвостиком за ним бегал 5-летний братик. При разговоре выяснилось, что 8-летний ребенок в школе не учится, у детей нету никаких документов. Мы встревожились, решили сходить к ним домой. Пришли домой, дома там ужасная картина, не хочется даже описывать. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних дети были изъяты. Решается вопрос об ограничении или лишении матери родительских прав. Сейчас дети находятся в детском туберкулезном диспансере, так как очень ослаблены. Сотрудники госавтоинспекции отслеживают судьбу братьев и в преддверии Нового года специально приехали поздравить малышей. Знаете, кто я? Молодцы! Посмотрите, сколько гостей сегодня со мной пришло. Это моя внучка Снегурочка. А это наши друзья из госавтоинспекции. Сейчас вот мы их навестили перед Новым годом. Взяли с собой Снегурочку, Деда Мороза, подарили детям подарки. Дети уже совсем другой вид, чистенькие, сытые, довольные. Сотрудники провели веселую викторину на знание правил дорожного движения. Пообещав, что всегда будут соблюдать правила ПДД, будут хорошо учиться и слушаться старших, ребята получили от полицейского Деда Мороза полезные развивающие игры и сладости. Но на этом список добрых дел не заканчивается. Управление ГИБДД взяло шефство над несовершеннолетними из 19 и 20 школ города Якутска. Также сотрудники ГИБДД в костюмах Деда Мороза и Снегурочки планируют посетить Махсоголовский детский дом. Ольга Башук, Сергей Сетень, Семен Семенов, Якутск. Ну а в Ленске провели новогодний утренник для многодетных семей. На благотворительной елке детям вручили подарки и устроили различные конкурсы. С подробностями Светлана Балеева. Ежегодно городская администрация на благотворительной основе детям из малообеспеченных многодетных семей дарит новогодние сладкие подарки. На протяжении нескольких лет работники городского управления культуры, облачившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, развозили их по домам. В этом году принято решение организовать для детей общий утренник. В Новый год мы уже традиционно, ежегодно организуют подарки, новогодние подарки, развоз новогодних подарков детям из многодетных семей. В этом году решили, что это должно быть организовано именно на елке. Решили провести для них благотворительную елку и на этой елке вот этим детям подарить подарки. На утренник пришли 29 ребятишек от мала до велика. У всех разнообразные костюмы. Феи, принцессы, девочки, гладиаторы, волшебники, мальчики постарше, медвежата, зайчата и гномики – самые маленькие гости. Сказочные персонажи подготовили для ребят веселые конкурсы и викторины с призами. Дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой кружились в хороводе. Для многих ребят этот утренник стал первым общественным мероприятием. Пришли первый раз и закованная вся такая. Мама и все. Не выдерживаем, мы маленько постояли и все. Такие бы были почаще, и здорово было бы.
Детские улыбки стали главным доказательством того, что праздник удался, и все его участники получили главный новогодний подарок – заряд положительных эмоций на много дней вперед. Я был эльфом, лучником. Мне понравилось, потому что мы все прыгали, пели, танцевали. Мне понравилось, когда мы там танцевали и все. Так обед, который дали, и еще Катаигу там задавали. Ребята с удовольствием рассказывали Дедушке Морозу выученные стихи, некоторые даже по 2. В награду каждый ребенок получил сладкий подарок. По словам организаторов, проведение новогодних елок для многодетных семей станет доброй традицией. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Украсили подъезды и зажгли новогоднюю ель жильцы дома номер 16/1 по улице Дружбы народов в Нерюнгри. Эта традиция продолжается 3-й год. Как отмечают в ТСЖ, жильцы этого дома давно определили для себя, что их двор и подъезд – это их общий дом, и что главнее всего – погода в доме, которая напрямую зависит от чистоты, уюта и хорошего настроения. В прошлом году жилсервис стал победителем в номинации «Лучшая елка во дворе» на общероссийском конкурсе «Новый год в чистом дворе». Как всегда, вышло много детей, родителей, бабушек, дедушек. И мы весело зажгли нашу елку. Спели песни, сыграли хоровод. Всех горожан с наступающим Новым годом. Всего доброго и счастья в Новом году. Ледовые произведения появятся на главной площади в городе Ленске. В этом году площадь украсит разные украшения вокруг ели. В центре свое место займут Дед Мороз и Снегурочка. Рядом появится ледяная чаша, горка, лабиринт и беседка. Яркими и красочными ледяные скульптуры сделают цветовые огни. В этом году их побольше, соответственно, и сумма в этом году, естественно, побольше. В этом году, как и в прошлые года, подрядчиком по данному договору вышел индивидуальный предприниматель Балаев Владимир Анатольевич. И буквально вот завтра у нас срок сдачи этих работ. На этом у нас все. Эфир нашей программы продолжит обзор новостей и событий Алданского района. Передаем слово коллеге. Вам всего доброго. Оставайтесь на нашем канале Якутия-24. Здравствуйте! На этой неделе с космодрома «Восточный» планируется запуск ракеты-носителя. Траектория полета определена, очерчена предполагаемая область падения отделяющихся частиц. Ракета пройдет над территорией Белецкого и Венкийского национального наследия. Все службы и жизнеобеспечивающие структуры будут находиться в режиме повышенной готовности. После прохождения носителя начнутся поисковые работы обломков. Алданские энергетики отметили профессиональный праздник и готовятся к новогодним торжествам. Предпраздничная атмосфера, однако, не отражается на производстве. Энергетики продолжают реализацию инвестиционной программы, которая нужна для оптимизации энергетического хозяйства района. Выполнение программы не добавляет оптимизма населению и хозяйствующим субъектам. Ежедневно в городах и поселках происходят отключения электричества. Попросить еще раз извинения, набраться терпения и, я так думаю, ближайшие максимум года 3 мы все-таки приведем сеть Алданского района в достойное состояние. К другим темам. Острые психозы и панкреатиты. Как правило, в начале года эти диагнозы ставятся в десятках случаев. Причина – обильная калорийная пища и бесконтрольный прием алкоголя. В январе 2018-го отделения реанимации, хирургии и наркологии были переполнены. Врачи предупреждают, шутки со здоровьем могут закончиться трагически. В этом году у нас, конечно же, довольно печальная статистика по поводу панкреатитов. И что касается панкреонекрозов, это достаточно тяжелый патологический процесс, заканчивающийся высокой вероятностью летальным исходом. К осторожности и сохранению трезвомыслия призывают как врачи, так и сотрудники МЧС. Приподнятое настроение требует искрящегося антуража и порой полностью подавляет бдительность. Беспечность в быту, неосторожное обращение как с электроприборами, так и с открытым огнем и пиротехникой чаще всего становятся причинами пожаров и несчастных случаев. Просто соблюдать меры безопасности, которые сами можете контролировать. При себе, возможно, желательно иметь либо ведро воды, либо огнетушитель на случай внезапного возникновения огня. Последняя неделя декабря – пора вручения первых подарков. Так, уже завтра волонтеры Центра поддержки семьи и молодежи отправятся к пожилым немощным людям. В каждом доме школьники представят спектакль. Поздравления ребята начали готовить еще в ноябре. Хозяев ожидают и другие сюрпризы. Впрочем, всех секретов добровольцы не раскрывают. Естественно, сделанное своими руками, потому что это всегда приятно, всегда, когда мы что-то дарим, все улыбаются.
Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией.